Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мы в необычном месте встречаемся с необычным человеком. Сегодня наш герой – это Динар. Чуть-чуть вперед, чуть-чуть так назад, еще. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы, когда встречаемся, мы вначале знакомимся. Меня зовут Динар. Полных лет мне сейчас 24. Скоро времени уже 25 будет. Все. Больше что еще рассказать о себе? Скромность, она есть, да, как бы и в ваших делах и поступках мы знаем побольше о вас. Мы знаем, что у тебя такая ты очень активный. Нам очень приятно, что вот у нас в городе есть такие люди, которым не безразличен сам город, жизнь в городе, не безразлично в разных проектах участвуете. Можно вот начать с основных каких-то, то есть что вам ближе по душе, где вы больше развиваетесь, вот, и может какие-то мысли еще какие-то есть свои. Поэтому, пожалуйста, давайте начнем с основных. Основным, наверное, можно затронуть это след. Поисково-спасательный отряд, добровольный поисково-спасательный отряд у нас в городе. Я в нем уже стою года 3, наверное. Состою как инфорг. Как? Инфорг, создание ориентировок, опрос, кто пропал, опрос и так далее. И сам на поиски иногда выхожу. Вот самый интересный момент. Как это вы выходите на поиски, когда вы все-таки вроде бы как ограничены в действии, в движении? Ограничения в голове. Очень хорошо. Самое первое. Основное, просто иду, назначаю встречу, где встречаемся, проставляем квадраты и просто проверяем свои квадраты. Прекрасно, все. Чудесно. Мы наслышаны, и мы бываем тоже участниками, точнее, мы участвуем в поисках пропавших, бывает такое. Тоже знаю об этом. Да, вот буквально недавно мы искали дедушку, который потерялся, да, ребята остались, знаете, как бы это ни звучало странно, остались без ног, да? Когда они пол леса прошли, значит, да, то есть это очень сложно. Особенно лес. Особенно место. И как вы, лично, как ты, я так понимаю, ты это все контролируешь, получается, да? То есть как-то... Я больше по информационной части, имеется в виду, там, создание ориентировки, там, распространение и так далее. Больше вот в этом направлении. На поиски я редко хожу, но когда хожу, так, как помощник больше. У нас главный это Виталий все равно, он там все делает. Но все же, Динар, поиски, они же не только как бы физические, правильно? Информационные. Сейчас именно, когда у каждого у нас на руках телефон, смартфон мы говорим, да, и интернет-ресурсы, то есть поиск идет именно так. Кто увидел, кто, может быть, заметил, поэтому приметы какие-то, внешний портрет человека тоже ты составляешь, да, как вот? Это опрос ведется у, к примеру, родственника потерявшегося, и потом составляется как раз-таки ориентировка, о чем я и говорю, там создание приметы, откуда ушел, внешность и так далее. Да, это очень благое дело. Знает только тот, кто ищет, тот, кто ходит, тот, кто занимается этим, конечно. Поэтому, к сожалению, И им даже не понять. Когда первый раз выйдут на поиск, они сразу же поймут. Да, что это долго и очень трудно. Хорошо, следующее. Мы просто перейдем сразу на следующее направление, потому что мы хотим постараться объять все эти проекты, в которых вы участвуете. Поэтому следующее, в чем вы занимаетесь? Следующее, сам по себе я уже психолог, уже отучился на психолога, и недавно закончил обучение на криминального психолога. В первую очередь это, конечно же, опрос подозреваемых. Там, это все связано с криминалом, это все связано с преступниками. Не обязательно там какие-то серьезные преступники, может быть, просто обычные преступники. Там кража та же самая. Просто это все равно же преступление считается. Какие мотивы у человека были, чтобы красть, какие предпосылки, чтобы это сделать и так далее. Дальше уже идет
Если это серьезное преступление, то уже, конечно же, идет расследование. Полноценное расследование, составляется эмоциональный почерк, состав вообще всего преступления. Интересно. Вот. То есть, ну, скажем так, Шерлок Холмс. Ну, что-то на минималках, да. Ну, как на минималках? Здесь, понимаете, вот мы когда говорили про след, здесь тоже присутствует именно психология человека, Да. какой-то профессии, каких-то увлечений. или Я каких-то- в следе являюсь как раз-таки психологом еще дополнительно. И когда я выхожу на поиски, мне обязательно нужно переговорить с родственниками. Тоже бывало некоторые, они не знают, когда прямой вопрос задашь, например, какие-то там, Да, может быть, да. эмоциональные заболевания были, какие-то физические такие отклонения. Они, может быть, и не вспомнят это, но когда прямой вопрос задашь человеку, он вспомнит. Тут именно нужно еще правильно подойти к человеку, Да. чтобы он понял, что вспомнил, к примеру, какой-то момент из жизни его. Я так понимаю, что вам интересно это очень. Да, я этим живу уже с 14 лет, по факту. Давайте-ка начнем с того, как вы, скажем так, размышляющий, уже начали относиться к своему положению, в котором вы сейчас. То есть как вот, ну, получилось так, что вы оказались в коляске, скажем так. Я родился таким. Так. И можно немножечко своего, ну, скажем, немножко о детстве, о том, как вы это приняли, как вы это восприняли, как... С самого детства меня к этому просто, я был к этому готов, у меня проблем особо не было с адаптацией какой-то, потому что и родители хорошо постарались, то что, там не было такого, то что вот ты такой прям вот, не как другие. И вот с того момента я как-то делаю то, что считаю нужным. Вы очень хорошо сказали, да, что отец и мать, то есть дали вам вот это спокойствие, вот эту уверенность. Все верно. Так ведь? И это очень важно, что вот на каком-то этапе, если человек с рождения такой, скажем, особенный, когда ему ближайшие родственники, отец, мать, брат, сестра, говорят, что он не особенный, он такой же. И я вам должен сказать, что вы особенны еще вот именно в тех направлениях, которые вы выбрали для себя. И не только для себя, получается-то, Для всех, а для общества. да? То есть сегодня человек, который служит обществу, это человек, который, скажем так, конечно же, заботится о себе, но он еще заботится о других. И таких немного. Не каждый, скажем, человек, который вроде бы не ограничен в движении, да, может посвятить себя обществу. А то, что вы, во-первых, значит, скажем так, уверенные идете по жизни уверенными шагами, я даже скажу, да, будучи в коляске, значит, вы еще и мотивируете и влияете на других. Наша передача, она именно, у нее смысл заключается в том, чтобы те ребята молодые, которые оказались в какой-то трудной жизненной ситуации, например, да, будучи с рождения или вдруг после какого-то несчастного случая, они себя чувствуют вот как раз вот особенными, может быть, и, может быть, немощными в чем-то. А вы вот своей деятельностью, своими поступками и делами просто кого-то можете поставить на ноги, хоть в кавычках это произнесешь, хоть не в кавычках, как говорится. Поэтому мы обратили на вас внимание, и вот сейчас тут общаемся, значит, на солнышке. Еще что-нибудь, Динара, себе. Как у тебя начинается день? Сегодня, например, проснулся чуть попозже, потому что на работу не пошел. Чуть-чуть На подготовился. работу. Ну, какую работу? Вы работаете? Да, у меня свое дело еще. Да. Свое дело. Ну, немножко о деле тогда давайте, а потом вернемся к распорядку дня. Можно сказать, типография. Хорошо, так. Типография. Вы что-то... Производство. Полный цикл производства. Типография. Интересно. То есть книжки какие-то или брошюрки, или как? Да все. То есть вам можно дать под заказ что-то, вы можете это Выполнить заказ, все верно, выполнить заказ. То есть, да, будь то календарики, брошюрки, да? значит, какие-то книжки. Интересно. Значки, плакаты, наклейки, все. Интересно.
Также 3D принтер имеется, можем какие-то 3D модели печатать. Также у нас типография является уже, у нас есть договоренность с мэрией, мы являемся нижнекамской типографией, которая будет продавать на мероприятиях нижнекамскую символику. Ну, с нижнекамской символикой разные там продукцию. Удивительно. Кружки, футболки, там, магниты и так далее. Итак, вы сегодня решили попозже пойти на работу? Или не пойти вообще? Да нет, сейчас пойду Все после понятно, интервью. да. хорошо. Ну, а так вообще, то есть, получается, весь день, ну, я так понимаю, больше на работе, да? Работа, развлечения там и так далее. Развлечения. Давайте остановимся на развлечениях. Ну, Как развлекается прогулки, Так, там все подряд, все что угодно. хорошо, Так что, хорошо. То есть вы не ограничиваете себя в развлечениях. а Хорошо. зачем ограничивать себя? Ограничения, опять же, в голове только. Да, согласен. Согласен. Так, ну, тогда давайте про развлечения. Досуг какой, да? Как отдыхаете? Что больше нравится? Ну, чаще всего как раз-таки прогулки с Мгм. любимой девушкой или, Мгм. ну, чаще всего с любимой девушкой. Да. Немножко о девушке, пожалуйста. Никак, просто была постоянной клиенткой в магазине Мгм. и просто потом познакомились так. Очень хорошо. Намерения серьезные? Серьезно. Ну, в 24 года, наверное, уже должны быть намерения серьезные. Как зовут? Полина? Полина. Чудесно. Хорошо. Значит, все-таки для души вы для себя выбираете для души это быть с любимым человеком, Угу. прогулки. Вот, может быть, какие-то, я не знаю, занятия спортом. Имеет дело, да. То есть вообще как вот, ну, почему я спрашиваю? Потому что люди, которые, скажем, на колясочники, да, они нуждаются или им требуется делать какие-то определенные гимнастические упражнения для того, чтобы, да, поддерживать Угу. свое тело в определенном тонусе, скажем так, да, потому что быть постоянно в сидячем положении, это тоже сказывается на организм, поэтому конечно. вы какую-то реабилитацию проходите, где-то вы Мы занимаетесь. реабилитацию особо не проходим, потому что это... Ну, у меня не такое заболевание, которое требует реабилитации. К примеру, там Ага. какие-то специальные упражнения можно и дома делать, к примеру. Мгм. А каких-то специальных там электрофореза, вот это не особо и нужно. Мгм. Это ничего не поможет, ничего, ну, не улучшит ситуацию, грубо говоря. А так, в том году почти что все лето занимались тренером, на индивидуальные тренировки ходил. Мгм. Ну, немножко продолжим распорядок дня. То есть хорошо, что вы с утра просыпаетесь Мгм. и как обычный человек идете на работу. Да? Выполняя свои... Поверьте мне, что некоторые, скажем, те, кто не на колясках, они вот не могут на работу пойти. Да? Как вы говорите, какие-то у них ограничения в голове есть свои. Да? Да, вот это вот самая основная проблема. Современной молодежи так точно. Вот. Поэтому мы, во-первых, очень благодарны, что вы согласились на встречу, да, с нами. То есть, действительно, может быть, вы станете тем человеком, который будет причиной того, что человек просто встанет с дивана, да, или с игровой приставки, да, или от компьютера, да, и пойдет зарабатывать деньги для того, чтобы смотреть себя, а может быть, не быть обузой для близких, да, и, может быть, полезно обществу даже, может быть так. Хорошо, значит, вечером у вас есть свои какие-то развлечения, да, то есть хорошо, и получается вы приезжаете домой, Да, у вас как дома, то есть вот, ну, оборудовано, да, вы да, ну поднимаетесь, все, да? что возможно, сделано, да. Все хорошо. То есть понятно. То есть вы позаботитесь о том, чтобы вы могли беспрепятственно, значит, добраться до своей, скажем, кухни, до своей кровати, там, да, и так далее, и Да. отдыхать. Хорошо. Ну, мы немножко спрашиваем, какие у нашего героя мечты, какие-то, может быть, планы на будущее, может быть, на что-то хочет он изменить или достичь чего-то. Прошу прощения, но не люблю слово мечты. Есть такое слово, как цели. Мечты немного неправильно. Это Так. мечты это что-то несбыточное, это что-то вот, ну, далеко оно находится. А цель это вот она вот сейчас, здесь, и она реализуема. Сейчас, наверное, самая главная цель это пойти по профессии работать. Так. Ну, по основной, которую я вот закончил недавно. Но пока с этим возникают некие трудности. Так.
Профессия имеется в виду криминального психолога, Криминалиста, да. да. Ну, я думаю, что вы будете успешным криминалистом. Ну, тут еще проблема, это сложно устроиться туда. Ну, я думаю, что это пока так. Еще мы недопонимаем всей важности, да, может быть, где-то. Вот, поэтому мы живем в век высоких даже, скажу, технологий, да, гостехнологий. Поэтому человек сегодня больше нуждается вот именно в морально-психологической поддержке порой. И врачи это замечают, и поэтому вы помогаете людям найти самих людей, да, которые потеряли, и найти даже нарушителя или преступника, да, или узнать, какие были мотивы у человека сделать то или иное преступление, да, то есть она всегда будет актуальна. Поэтому мы надеемся, что у вас все будет хорошо с профессией и с трудоустройством, Алла Берса. Хорошо. Если это как цель вы ставите, вы уже много добились, да, и дай Бог, у вас обязательно будет работа. Милость Всевышнего, она безгранична, поэтому вы найдете обязательно себя на этом поприще. Ну, немножко вот, может быть, если смотреть в камеру, пожелания ребятам, которые, может быть, оказались в какой-то ситуации, да, скажем так, может быть, не ходячие есть, может, только лежачие есть, может быть, которые как бы ограничены в движениях там, да. Вот немножко вот, может быть, ваши слова напутствия. Самое главное, никогда, пожалуйста, не сдавайтесь. Какая бы трудная жизненная ситуация ни была в вашей жизни, самое главное – это верить в себя, верить в свое начало и верить в то, что ты делаешь. Никогда не нужно отчаиваться. Да, бывают трудные жизненные ситуации, которых трудно избежать, но все равно нужно идти до самого конца, с самого начала до самого конца. Поставить себе цель, и тогда все получится, все сложится, и не будет каких-либо у вас ограничений. Самое главное ограничение – это ваша голова. То, что у вас в мозгу, это самое то, что вас как раз-таки ограничивает. Не бойтесь. Самое главное не бояться. Как бы трудно вам не было. Один город, совсем небольшой. И мы счастливы, что в нашем городе есть такие люди, которые переживают за город, переживают за горожан, за людей, за нижнекамцев, переживают за соседа, переживают за родственников. То есть мы в этом небольшом городе делаем то, и стараемся делать то, чтобы были полезны друг другу. Общее дело. Да, чтобы были полезны друг другу, чтобы были ближе друг к другу.